Так, ну что, друзья, охота охотой, обед по расписанию. Полдня прошло, у нас нулевой результат. Полный ноль, полнее некуда. Что я только не делал, ходил вдоль ручья, и сидел, караулил, и ходил вдоль протоки, и все без толку. В общем, все без толку. Что-то говорили, утки много, не так-то ее и много. За 2-3 часа, если одна-две пролетит, и все. Ну, пару раз пролетало, можно было, но я не успел. Ну, что теперь? На обед у нас поджарка с макаронами. Опять же, домашняя. Вчера дома привез и пару котлет. Мне так кажется, что я даже не доем это все. Это второстепенно. Так, что мы будем делать? Сейчас мы перекусим. Потом поеду на остров. Гляну, в каком состоянии там озеро. Как дела обстоят с заливными лугами. Может, где-то шалаш построю, может, что. В общем, домой я не поеду точно. Вода падает. По идее, она должна прибывать весной, но она падает. Может быть, съезжу к избе за грузилами для продольников. Если, может, получится, найду местечко, может, поставлю продольнички. Не знаю, чем я буду заниматься. Вот чем-то буду. Время обед. Полдня прошло, нулевой результат. Так не годится. Ну а так все нормально. Только холодно. Вы не думайте, что солнечно, значит тепло. Не-не. Минус. Минусовая температура, потому что вот капает березовый сок с ветки, со сломанной. И получается сосулька. Настроение потихонечку падает. Но ничего страшного. Все будет. Все будет, все получится. А для этого надо поработать. Так что покушаем и будем работать. Ну что, друзья, как мы видим, я уже в футболке. Только что я замерзал. Было очень холодно. Минус 6,7. Сейчас, на данный момент, я уходил с той палатки. А здесь вот растопил печку. И все шикарно. Мне вообще Алтай-2 нравится больше, чем Алтай-1. Тут вон сколько полезного места. Там в Алтай-1 так не забалуешь. Вот занес столик. Сейчас мы будем кушать. Раскладушку, матрасы. Тут все, что я делал, все, что было, настелил. Сегодня будет тепло, мягко и уютно спать. На ужин у нас сегодня вот такая вот свекла с чесноком. И картошечка с мясом. Вот так. Ой, картошка, говорю, это. И перевернутая. Как бы показать-то не видно. В общем, перевернутый котелок. Как вы думаете, что там? А что там? Сейчас мы увидим. Поставлю камеру на штатив. Не угадаете, вон. Перевернутый котелок. Снизу крышка, сверху котелок. Пока думайте, я сейчас установлю штатив, и вы сами все увидите. Ну вот, вроде все наладил. Кстати, вот это освещение все, что это тот же маленький фонарик Арматек, которым я сейчас пользуюсь и не могу нарадоваться.
Вообще классный фонарик. Функция фонарь. Можно сделать освещение, даже если, скажем, батарея на подзарядке или еще что-нибудь. Просто подключаешь фонарик к пауэрбанку и получается вот освещает полностью палатку. Не надо диодных лент, ничего такого, дополнительных светильников. То есть сам фонарик будет светить как лампочка. Вот. Так. Теперь покажу я вам, что у нас было в перевернутом котелке. Так, сегодня у нас 2 стопочки, 2 ложки, свекла, вот сковородка. Так. Вот такая вот, ай-яй-яй, горячо, вкусняшечка, видно, да? Говяжий гуляш, поджарка вернее, и с макарошками. Ну, то, что днем то, что не доел. Так, теперь пришла очередь. Березовый сок. Сегодня капала со сломанной ветки. Вот закрепил 2 пластиковые бутылки. Свежий березовый сок. Сокоотделение еще идет еле-еле, но кружку мне накапало за целый день. Так, вот у нас какая вкусняшка в перевернутом котелке. Вот такая вот вкусняшечка. Вот такая вот вкусняшечка. Вот такая вот вкусняшечка у нас. Запеченные чебупели. Так бы они, ну, может быть, подогрелись, конечно, а так эффект русской печки получается. Кстати, таким методом можно запечь картошку. Просто чистую картошку в кожуре положил, также 2-3 штуки, сверху котелком накрыл, и все. Получается как типа микроволновки, и получается печеная картошка. Вот, наконец-то мы сегодня сели ужинать. Завтрака практически не было. Попил чаю, пошел. Обедать обедали. И вот он, долгожданный ужин. И с таким морозом, я вам скажу сразу, если, да ничего если, я прогноз посмотрел, минус 7 градусов будет. Мелкие лужи, типа озера и так мы сегодня сами видели, не растаяли еще. А так тиховод, где обычно утка сидит, это все замерзнет, вся утка будет на Печоре. А на Печоре к ним не подкрасться даже на лодке. В общем, пока не будет потепления, я так думаю, нет, пойти-то пойду потом все равно, прогуляюсь по ручью, туда-сюда схожу. По-любому я буду ходить. Ну, рано-рано утром я не вижу смысла. Сегодня что толку я пошел рано-рано утром? Ничего интересного не было. Ну, посмотрю. Просто я мало поспал. Надо будет отдохнуть, иначе будет голова болеть. У меня она уже болит. Вы заметили, да, сегодня обедали без рыбацкого. Может быть, поэтому не повезло, а? Ёшкин кот. Не надо изменять традиции, блин. Просто сегодня что-то не хотелось, не было настроения. И вот результат. По нолям. Сегодня у нас вот такая пимпочка. Актив. Напиточек такой вишневого цвета, вот такого красивого. Давайте по полной не будем. Накапаем. Ну и бутылочка сегодня у нас. Устанешь ждать. Ну и вон нафиг.
лучше по-русски. Вот так вот. Красота, да? Цвет такой красивый, насыщенный. Так, ладно, пусть стоит. Ну что, друзья, товарищи. Как бы плохо все не было по результатам, на самом деле пройдет весновка, и я буду вспоминать вот эти моменты только с положительной стороны, потому что это действительно круто. Пусть холодно, пусть там медведи ходят, опасность есть какая-то. Растительное масло, бутылку прогрызли, я думал, мыши. Сегодня увидел в лесу. Скорее всего, это была лиса, а не мышь. Мыши обычно грызут. Я уже все прячу. Все продукты в ведрах, сумки на дереве. Ну, если придет медведь, то его уже ничего не удержать. Он тут сделает погром капитальный. Так, ладно, не будем думать о плохом. За ваше здоровье. За то, чтобы сбылись все ваши желания и мечты. Мои желания — это чтобы потеплело, чтобы поднялась вода, чтобы растаял снег на лугах, чтобы затопило луга, чтобы прилетела утка, чтобы было ей куда садиться, чтобы поохотиться, чтобы половить рыбу, чтобы оторваться на полную катушку, чтобы это было вот такое вот желание минимум, желание максимум. Не скажу. Будем. Вкусняшка. Сегодня у нас королевский ужин. Кстати, сегодня 22:14 уже. Сегодня еще 5 мая. А 5 мая день рождения у супруги моего брата родного, Елена Алексеевна Растворова. Всю жизнь преподавала в школе, учитель, и до сих пор еще уже на пенсии, и до сих пор еще учит детей, студентов, успевает везде, держит скотину. С днем рождения, Елена Алексеевна, крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия в семье и достатка, чтобы все было и чтобы за это ничего не было. Будьте здоровы и счастливы. И между первой и второй, как мне, не помню уже кто советовал, не вовремя выпитая вторая, загубленная первая, что ли, что-то такое было. И за здоровье Елены Алексеевны сейчас как раз рыбацкого жахнем. Сейчас, наверное, там в деревне гулянка идет. С днем рождения, Елена Алексеевна. Чебупели берите. Балует меня Валентина Васильевна вкусняшками всякими. Раньше на болоте, сейчас на лугах. На болоте в такой мороз тоже, считай, делать нечего. Там все замерзает. Как-то поставил чучела, такой же примерно мороз ударил.
крепче даже. Минус 15. Вы что думаете? Я туда, где поставил чучела, ходил пешком, и меня выдерживал лед. Ужас тогда. Весна тоже такая была. Утки нет. Единственное, то, что я утку добывал, это... Здравствуй, жопа, Новый год. Что-то писала, что ли, мне? Что вот так и получается. Включилось, что ли? Так. Ладно, я пока разбираюсь. Разберемся это потом. На чем мы остановились? Что говорил-то? Утка вся, что прилетала, была на ручье, который вытекал с озера в Печору. И вот по насту ходил вдоль ручья, стрелял на взлете, без уток не приходил. И опять же я заезжал с таким расчетом, что, допустим, вот я заезжаю по снегу, чтобы выходить уже пешком по земле, скажем так. Рассчитывал я буквально, примерно дней там 10. Брал продукты, на 10 дней завозил. Собака у меня была, Бим, со мной ходил. Потому что одному не то что скучно, жутко было просто. Медведи там живут постоянно. А так вот собака голос даст. Кстати, один раз она действительно отогнала медведя от избы. Было такое. Медведь подошел прямо, видать, голодный был, рядом к избе. И Бим облаял, и медведь ушел. Я в это время был в шалаше. Было такое. Так вот, я взял на 10 дней продуктов. Собаки взял, каши там, ячневую, пшеничную. Не помню, рыбу там какую-то, ну, чтобы кашу варить. И тут наступили такие же морозы. В общем, похолодало. Похолодало. И где-то только через, наверное, дней 10, вот сколько я планировал, пошла утка. Скажем, планировал я выехать 11 числа, утка пошла 12. Я все-таки дождался, но у меня закончились продукты. Закончился у меня хлеб, то, что я рассчитывал. Тогда я еще курил. Закончилось курево. Закончился рыбацкий напиток. Нет, рыбацкий напиток не закончился, потому что по маленькой немножко уже там это начал растягивать все это такое. Вы думаете, чем я питался? Утка шла хорошо, утки бил я много. Я просто брал вот эту сечку, собачью крупу пшеничную. Собаке варю, себе то же самое варю. Был такой бетончик 3-литровый. Я туда закидывал 2 чирочка, потому что не знаю кому как, но для меня чирок самая вкусная утка. Она самая маленькая, но самая вкусная. Закидывал туда 2 чирочков, отваривал хорошо, так где-то часика, наверное, 2 на костре. Как только это все отваривалось, я вытаскивал этих уток, скажем, положил на тарелку, и в этот ёшкин кот, еще и дождь пошел. Или снег. Какой дождь, такой мороз? По прогнозу его не было.
Это опять завтра все обледенеет. Да нафиг я буду здесь сидеть, никуда не пойду. Буду отдыхать. Вот. Так вот. И потом этот бульон, получается, утиный суп, бульон. Я закидывал эту сечку. Подсоленная, все уже. И с такой пропорцией, чтобы она набухала. И такая получалась пшеничная рассыпчатая каша. И все. Вот этих мне 2 уток и этой каши мне хватало на целый день. То есть я этим завтракал, этим обедал, этим ужинал. Собака у меня питалась точно так же, пшеничной кашей. Ну, у собаки были еще и рыба там, и все такое. Для собаки я брал, завозил на 2 корытах. Это не без техники у меня тогда не было, это все я на лыжах завозил. 2 корыта цепляю и пер. Ну, дури у меня было тогда, мама, не горюй. Сейчас, конечно, уже не знаю, я бы, наверное, так не смог. Все, я перебрался сюда, на луга. На лугах физически легче, хотя тоже выматывается целый день. Вот сегодня я намотал сколько километров? Ну, километров 10 точно намотал. А смысл никакого. Так, ну и давай вспомним рубрику привета. Потому что сейчас прочту один комментарий. Специально в первую очередь. Это Евгений Едемский. Эх, Геннадий, кто-то мне привет обещал из избы передать. Теперь уже не жду. Ну что, Евгений? Жень, не ждешь, а привет прилетел. Так что мог я пропустить твой комментарий, но говорит, а если обещал, может быть, я передавал, не помню. Может быть, где-то в скриншотах он лежит, твой комментарий. Просто не было возможности передать привет. Так что мужик сказал, мужик сделал. Привет. Поймите меня правильно. Ну, не всегда бывает такая возможность. Вот сегодня, допустим, есть возможность, я могу хоть сегодня будет ролик 1,5 часа, пофиг. Будем и сегодня, и завтра, и будем сидеть в палатке, и тем более дождь пошел, точно никуда не пойдем. Вот. Что еще у нас интересного? Вячеслав Цурапа. Смотрю и завидую по-хорошему. Может, и мне приветик передашь. Живу в Подмосковье, ну и всем всех благ. Я написал, сделаем при случае. И с удовольствием передаю привет Вячеславу Цурапа с Подмосковья. Светлана С. Привет, Геннадий. Редко пишем с мужем комментарии, сегодня напишем. Говорите правильно, а нам нравится смотреть про ваши похождения, рыбалку, ужины, завтраки в избе. За ответы подписчикам удачи и здоровья. Получается, тут даже человек не попросил привет передать, а я сделал скриншот. Просто зачитал хороший комментарий. Приятно получать такие комментарии. Комментарии, как бы понимаю, что вот все, чем занимаюсь, получается все не зря. Кому-то это получается, нравится. Пусть не нравится определенной категории зрителей, которые уже давно отписались, которые давно не смотрят, а может быть и смотрят, я не знаю. Но кому-то это нравится. И вот той категории, кому это нравится, я и буду снимать, монтировать и все такое. Но повторюсь, я уже несколько раз говорил, все, что я делаю, то есть это как история, это как архив, это мне самому даже очень интересно. Я как бы не ради кого-то, для кого-то. Я для себя любимого то же самое я это все делаю, потому что мне действительно самому бывает очень интересно. Потом вот
по истечении, скажем, год, два, три посмотреть, что я делал тогда-то, тогда-то, там-то, там-то. И это здорово. Это очень круто. Входящий перевод. Ильгиз Наилевич С. Денежный перевод. И тут, наверное, был комментарий даже. В общем, я этот комментарий помню. И огромное спасибо Ильгизу Наилевичу за материальную поддержку. Повторюсь, мне уже звонили очень скоро, где... В общем, как уйдет лед, когда Печора освободится от ледохода, я уже... Когда вы смотрите этот ролик, скорее всего, я уже буду работать. В принципе, ничего сложного. Единственное, когда непогода, когда ветер, когда большая волна, опасно, когда мелководье гробится мотор, мотор мой, бензин мой, лодка моя, в общем, все мое, посмотрим. Месяц поработаем, взвесим все плюсы и минусы. Если будет какой-то выхлоп, будем работать дальше. Если пойдет в убыток, вежливо откажемся и будем дальше заниматься тем, чем мы занимаемся. То есть ездить на рыбалку, снимать ролики и все такое. Повторюсь, если какой-то выхлоп от ютуба, по крайней мере последний год уже, как подписчики выросли, был, то теперь никакого выхлопа от ютуба нету. Уже 2 месяца работаем по нулям. Вот, ну и ладно. Главное, вот у меня, друзья, товарищи, есть. И это действительно, это уже не бесплатно. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Давайте еще по маленькой. И остальные приветы оставим на завтра. Не знаю, завтра приедут, не приедут Серега с Аней. Завтра пятница. Сказали, что в пятницу вечером они приедут. Если не пятницу, может быть, они приедут в субботу. Ну, с одной стороны, мне будет веселее, но с другой стороны, вот такой съемки уже не будет. Когда я один, я могу как-то расположиться. Не то чтобы я зависел от кого-то, ну, согласитесь, вот это все приготовления к съемке, штативы туда-сюда. Народ, допустим, голодный, хочет покушать. Ну, я понимаю, которые близкие друзья уже, они знают, что и как. Кто-то ждет, кто-то не ждет, начинает кушать, кто-то пить начинает. Но потому что это все долго, это муторно и все такое для них. А когда я один, уже не делаю все так, как надо, как мне нравится, и говорю. В одного, с одной стороны, тоже есть свои плюсы. Ну, да, конечно, скучно. Хотя нет, камеру, когда включаю, ничего не скучно. Может быть, сегодня ролик, пустой ролик, никчемный ролик затянулся. Целый день снимал хрен его знает что. И потом уже просто перестал снимать. Сейчас вот многие напишут: опять снимаешь свою пьянку. Пишите в комментариях, нужны такие ролики, не нужны. Ролик будет длинный по-любому. Я специально оставлю его таким, как он есть. Даже я, вот повторюсь, был бы хороший интернет, я бы сейчас не камеру сюда поставил, а свой телефон, отключил бы звонки и включил бы прямой эфир. И вот это было бы точно по чесноку. А так что? Камера, монтаж, это не 100%. Что-то я могу убрать, что-то вырезать. А прямой эфир есть прямой эфир. Там ни хрена себе, у меня лицо покраснело. Ну зато хоть постриженный и побритый, блин, не то что в прошлый раз, блин. Оброс как дикарь. Ладненько. Будем надеяться, что все у нас получится. С разведкой сегодня, как вы видели, ходил на
остров. Проверил свои профиля, которые мы пилили с Ромкой еще для сеток. Воды там еще нет. Продольники ставить тоже пока никак, потому что идет лед. Хотя, может быть, пробные пару штук для пробы я поставлю и посмотрим. А вдруг? Я точно знаю, что налим по такой воде, вот лед еще идет или только-только лед сошел, налима ты еще можешь поймать. Только вода нагрелась буквально градусов на 5, ясь пойдет, ёрш пойдет, но налим уже будет редкость. А вот сразу после ледохода, даже с ледоходом вместе, налима можно поймать. А я уже соскучился по налиму, ухая с налима. В этом году налиме сезон был, можно так сказать, на троечку с минусом. Я бы, конечно, сейчас с удовольствием ушицы с налима поел. Так что, ну, что творится, а? Минус 6 и дождь идет. Вы представляете, что будет опять с палаткой? Это будет просто ледяной купол. Та палатка. Это-то теплая будет. Растает. Это все во льду завтра будет. Лодка во льду. Палатка во льду. Все ледяное будет. Идет дождь и минус 6. Все, берем паузу. Просто отдохнем. Поставим печку в эконом-режим и будем спать. Будем отдыхать. Позвоню домой, переговорю, поотвечаю на комментарии. Время не зря проводил, дома был, когда сейчас день, отмонтировал весь отснятый материал. Будем общаться, будем отвечать на комментарии. Как-то вот так. Жизнь продолжается. Амаретто. Кто помнит вкус амаретто 92-93 года. Помните, да, итальянская амаретто, Ромео Джилетто. Крепость 25 градусов, сахар столько-то, столько-то. Реально ведь вещь была. Сейчас такой нету. То, что сейчас продают, это порошковый концентрат какой-то и все. А там реально было, ну, типа вот моего рыбацкого. Ну, приторно-сладкий. И вот потом его можно было как бы вместо бальзама немножко в чай добавлять. Можно так маленькими глоточками чисто наслаждаться. А можно просто элементарно взять бутылку амаретто, бутылку водяра, все это перемешать, 2 в 1. И получался тоже неплохой напиток. В те годы еще рыбацкого напитка у меня не было. Вот этот вкус амаретто я помню. Сколько лет-то прошло уже? 30 лет, грубо говоря. Не знаю, делают сейчас в Италии такие вина, не делают. Но напиток был реально хороший. Ну и все, наверное, сегодня. А то сейчас опять откроем какую-нибудь тему и будем полночи болтать. Ладно. До завтра. Завтра будет день. А каким он будет, мы это завтра увидим. Не прощаемся. Скоро увидимся. До встречи на канале Коми Рыбак.